селе Первомайский прошел очередной фестиваль технологий в сельском хозяйстве «Агропро-2024». Одним из его организаторов, наряду с правительством, Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики и группой компаний «Компак», выступил Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН. Мы традиционно представляем результаты работы в области растениеводства, пчеловодства, ветеринарии, результаты работы, совместной работы с группой «Компак» нашего совместного научно-производственного объединения «Первомайский». В целом, вот такие практические наработки, которые мы реализуем сначала на делянках НИИ сельского хозяйства, а затем это дело транслируем и масштабируем на полях нашего филиала в Уродском. На нынешний фестиваль сотрудники научно-исследовательского института сельского хозяйства представили экспериментальные делянки совместно с давним партнером центра – группой компаний «Компак». Мы находимся на передовом рубеже науки, и то, что мы изучаем на наших делянках, может быть, только через 2 или через несколько лет появится в широком масштабе на полях. И это очень значимо, потому что ошибки, которые может допустить аграрии, лучше допускать на маленьких делянках и потом уже давать нашим сельхозпроизводителям готовый технологический пакет, чтобы они могли, уже следуя научным достижениям, максимально получать урожайность при минимальных затратах. Мы, скажем так, серьезно поработали по делянкам, по сортоиспытаниям, по новым сортам на различных культурах. Я очень благодарен и признателен сотрудникам нашего НИИ сельского хозяйства, потому что без их, скажем так, квалификации, без их помощи, естественно, все эти сложные посевы делянок, вся эта сложная работа по подбору нужного сорта, без них мы бы не смогли это сделать. Соответственно, я рассчитываю, что мы плодотворно продолжим сотрудничество, мы его расширим. Очень хотел бы видеть молодежь, которая приходит с вуза к нам, с нашего аграрного вуза, и помогает реализовывать те задачи, которые стоят. Сотрудники института и группы «Компак» представили делянки с более чем 40 сортами яровой пшеницы, 40 сортами ячменя, 13 сортами овса, 14 сортами гороха, 40 сортами и гибридами ярового рапса. Ученые испытывают отечественные и импортные сорта с целью выбора наиболее адаптивных, производительных и лучших по качеству. В этом году мы впервые заложили гибриды сорго-суданской травы для получения качественного корма. Здесь мы поиск проводим, высокое содержание протеина, период скашивания, и хотели бы получить урожайность зеленой массы в 2 укоса. Для нас эта культура новая, засухоустойчивая, интересная. В этом году нового мы заложили 21 сортов люцерны, тоже на зеленую массу. Также хочу повторить, что и присутствуют испытания импортные сорта и отечественные сорта. И 2 вида люцерны, синий и изменчивый. В ходе фестиваля была проведена экскурсия для агрономов, гостей выставки и всех, кто интересуется данной тематикой. Стенд научно-исследовательского института сельского хозяйства посетила первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Ольга Абрамова. Вы видели люцерну? Это как раз работа совместно с Компаком, это наши все эти работы, они как раз по кормопроизводству завязаны на эту очень скромную, но супер трудолюбивую. Да, очень большое дело делаете. Она высоко оценила работу ученых и обсудила с директором центра Михаилом Альесом и руководителем института Андреем Ледневым дальнейшее сотрудничество в сфере развития сельского хозяйства. Удмфиц и компания «Компак» на своих площадях, на площадях других хозяйств Удмуртской республики реализуют очень много опытов в отношении кормопроизводства, производства зерна, производства рапса, и все, что связано с кукурузой сейчас. В
течение всего фестивального дня молодые ученые института провели мастер-классы для детей. С их помощью ребята смогли побывать настоящими учеными в области селекции, семеноводства и плодоводства. Научились определять составы почв. Научные сотрудники отдела интродукции и акклиматизации растений представили новые и широко востребованные сорта и гибриды декоративных, плодовых и ягодных культур, устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды. Мы в таком формате принимаем участие второй год. Очень масштабное мероприятие, в котором участвуют практически все такие серьезные сельхозпроизводители Удмуртии, соседних регионов. Большую роль в подготовке и проведении мероприятия провели и Министерство сельского хозяйства, вице-премьер Абрамова. Может быть, решающую роль организационную и финансовую сыграл наш агропартнер, группа компаний «Компак». Удмуртский федеральный центр принял участие подготовке. Очень отрадно, что здесь в этом году очень много людей с детьми, прямо целыми семьями приходят. Все это очень интересно, захватывающе, много всяких достижений показано в области растениеводства и животноводства, и технику сюда привезли, самую современную. Одним словом, такой праздник для сельхозпроизводителей. Я очень высоко оцениваю уровень подготовки. По общему мнению, стенд и мастер-классы научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра были одними из самых популярных на Агропро 2024. 200 делянок с экспериментальными демо-посевами, 200 единиц сельхозтехники, 4000 посетителей из самых разных регионов страны. Этот фестиваль стал самым масштабным фестивалем за всю историю, укрепив традиции проведения Дня поля на полях НПО «Первомайский» и Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. Традиции проведения таких мероприятий будут сохранены и в будущем.